Перегруз оборудования и изношенность трансформатора – результат – короткое замыкание и пожар. На подстанции ЕПИТ сгорели трансформатор и фидеры – это линии, соединяющие электрическую подстанцию с распределительным пунктом. По словам специалистов, фидер должен был остановить возгорание и спасти от аварии с помощью защиты, но не сработал. В процессе начало гореть масло в баке трансформатора. Мы предполагаем, что фидер не отключился из-за того, что когда произошло короткое замыкание, параллельно возникло замыкание на самой секции. Возгорание пошло. Это возгорание, может быть, даже повредило кабель, который защищает. У нас есть релейная защита, которая питается от постоянного тока, и потом этот ток воздействует на отключающий механизм, там на выключатель наш. И он должен локализовать это дело все. Этого не произошло. И произошло развитие аварии. Рядом ячейки тоже находятся. Возгорание пошло дальше, перекинулось на ячейки. И вот это вот, как говорится, домино выгорело всю ячейку, секцию, первую секцию, это 5-6 ячеек. На подстанции ЕПИТ работали 2 трансформатора. Один сгорел, второй в результате пожара не функционировал. В тот же день вечером энергетики запустили в работу один из них. В летний период его мощности хватит для обеспечения населения электричеством, говорят специалисты. Но к зиме нужно обязательно установить второй, потому что нагрузки в этот период возрастают. Это займет немало времени, работа сложная. Нового оборудования нет, а трансформатор, который устанавливают, также нуждается в ремонте. Но чтобы его поставить, надо его привести в порядок, то есть произвести операции по его ремонту, сушке, ревизии, и только тогда перебросить. Все трансформаторы эти вес приличный, порядка 35 тонн, и масса столько же, порядка 14 тонн. Так что там это не игрушка, а тяжелая работа. Вот мы этот трансформатор, значит, в течение, дня пожара, это было 28 июня, мы потушили пожар. Вот моя бригада, наша бригада, после того, как пожаротушение, мы сняли все навесное оборудование. Навесное оборудование что там? Консерватор, радиаторы, вводы, 110, все. То есть начали подготовку для транспортировки его. Привезли бак, емкость, в которую слили масло, чтобы могли раздеть его. А то если мы не сольем масло, мы не можем снять навесное оборудование. А навесное оборудование снимается для того, чтобы габариты соблюдать, когда погрузим его и транспортировать его на наш объект. И это мы делали в один день, а вчера мы его, погрузили на трал, тягач краном своим и перевезли сюда. Теперь так, есть возможность, может быть, он будет хороший, нехороший. Вот мы его и будем скрывать, наверное, на той неделе и посмотрим, поддается ремонт или не поддается. 2 варианта. Если не поддается, придется его на ремонт, на металлолом. А если поддается, придется нам силами нашей бригады думать будем, как ремонтировать. Пожар на подстанции ЕПИТ произошел 28 июня. Его тушили 2 пожарных расчета. На место сразу же выехали пожарные аварийные бригады Черноморэнерго и СОС. Огонь удалось потушить в течение 40 минут. Гугу Савардани, Алхас Псардия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.